Каковы ключевые характеристики крымских татар в прошлом и сегодня? Успешен ли наш народ и что является критерием индивидуального и коллективного успеха? Произошла ли в последнее время трансформация образов и содержания элиты и лидерства? Какие факторы влияют на сохранение национальной идентичности? Нужна ли крымским татарам стратегия развития? Эти и другие важные для крымско-татарского общества вопросы прозвучали на встрече с известным политологом Алиме Абселямовой. Она кандидат политических наук, автор множества научных работ по крымско-татарской теме и межэтническим коммуникациям. Одна из авторов известного социологического исследования «Крымские татары в условиях трансформации политического пространства». В течение многих лет занимается этой проблематикой. Алиме Ханым и педагог с 20-летним стажем, доцент кафедры социально-гуманитарных дисциплин, декан филологического факультета Крымского инженерно-педагогического университета имени Февзие Кубова. Поэтому умеет не только захватить аудиторию своей эрудицией и нестандартностью мышления, но и заставить задуматься и искать ответы на самые сложные вопросы. Те тенденции в нашем обществе, они действительно, их трудно всех заметить невооруженным глазом. Алиме Ханум, она помогла рассмотреть в деталях все те явления, которые у нас происходят, демографические тенденции, и они действительно вызывают много эмоций и являются таким неким грунтом, почвой для размышлений. Подобные вопросы, которые поднимаются в нашем обществе, они очень важны, потому что мы дошли до такого момента, когда уже понимаем, что мы готовы развиваться и идти дальше. Но у нашего народа все-таки открыт вопрос, в чем мы можем объединиться и к чему стремиться совместно. Встреча с Алиме Абселямовой затянулась почти на 2 часа, превратившись в настоящую дискуссию. Ее участники говорили о поколенческих ценностях, моделях будущего, сохранении родного языка, гендерном разделении ответственности в семье. И здесь Абселямова была на высоте, ведь она представительница сложной профессии, которую принято считать мужской, смогла гармонично сочетать карьеру и семью, воспитав 3 прекрасных детей. Все наши базовые настройки – это все ее рук дело. Наши какие-то стремления и желания – это тот человек, который всегда поддерживает, который нет, не скажет, который скажет: пробуй, делай, получится хорошо, не получится – опыт. Я с ней в первый раз познакомился на программе Ленора Дюльбер Меркес. Мы с ней сидели за одним столом и вели дискуссию. Она меня тогда заинтересовала своим интересным подходом, со своеобразным мышлением. И я захотел прийти сюда, узнать ее лучше, услышать ее мнение о происходящих вещах с нашим народом. И я очень рад, что она достигла таких больших успехов. Я бы хотел, чтобы все наши женщины, девушки, таким же образом брали пример с нее и повышали свою эрудицию, способность мыслить, учиться, достигать высот. Эта интересная встреча вдохновила и натолкнула на важные мысли не только ее гостей, но и саму Алиме Абселямову. Если раньше было какое-то время, все устали от разговоров, все, хватит разговаривать, не будем, то сейчас потребность в разговоре по душам, она очень важна. И вот после каждой этих встреч остается внутри переживания, эмоции, чувства, мысли. То есть это нужно, и говорить надо с доверием друг к другу, не боясь. Бүгінгі bu көрішу bizim milletimiz için pek zarur, pek gerekli. Bu bizim inkişafımızda daha bir basamak. Yani böyle görüşler gösteriyor ki biz ileri bakkan, tırışkan, özüne mesuliyet almağa korkmagan milletimiz. Ve ne olsa da etrafta biz millet olarak saklanamız, millet olarak inkişaf ettiğimiz ve millet olarak ne isteyimiz onu hem koruyamız hem etraftaki insanlara göstermeye çalışamız.